За прошлую неделю потребительская инфляция замедлилась до 0,33%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,76%, в том числе на плодоовощную продукцию до 2,62%. На остальные продукты питания динамика цен составила 0,58%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен продолжились снижаться. Снизились цены на легковые автомобили, электро- и бытовые приборы. Уменьшились темпы роста цен на дизельное топливо. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц. Министерство экономического развития России объявляет новый отбор по программе льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Прием заявок будет проходить с 25 декабря по 3 марта 2025 года. Программа направлена на поддержку строительства крупных гостиничных проектов, горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков. В этом году в условия предоставления меры поддержки внесены изменения, смягчающие условия для получения льготного кредита для объектов культурного наследия, которые планируется использовать в туристических целях, в том числе для создания гостиниц. Минимальное количество номеров в проекте снизилось до 15, а площадь до 500 квадратных метров. Также нововведением будет возможность строительства 2 и более гостиниц категории не ниже 3 звезд в рамках единого инвестиционного проекта с общим номерным фондом от 120 номеров. Эти отели должны размещаться вдоль автомобильных дорог и могут входить в состав многофункциональных зон дорожного сервиса, способствуя развитию инфраструктуры для комфортных автопутешествий. Правительство дополнительно направит свыше 2,9 миллиардов рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи. В федеральных медучреждениях в рамках базовой программы ОМС можно получить более 80 различных видов высокотехнологичного лечения, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Правительство дополнительно выделит на эти цели более 2,9 миллиардов рублей из страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования. Это позволит сохранить доступность специализированной и высокотехнологичной бесплатной медицинской помощи для граждан по программе ОМС. В ноябре 2024 года годовая инфляция в Ингушетии увеличилась до 8,54% с предыдущих 8,10% в октябре. Этот показатель остается ниже среднего уровня по Северокавказскому федеральному округу и в целом по России. Ускорение инфляции в регионе произошло в основном из-за увеличения издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг. Аномальная летняя жара привела к уменьшению урожая овощей открытого грунта, что снизило предложение картофеля, лука и чеснока на региональном рынке и ускорило годовой рост цен на них. Также увеличились затраты производителей тепличных огурцов на семена и удобрения, что привело к увеличению цен на огурцы в годовом сравнении. Издержки животноводов на корма и оплату труда также выросли, что отразилось на ценах на мясо кур и говядину. У молочных комбинатов увеличились затраты на сырье, упаковку и логистику, что привело к росту цен на молоко и сливочное масло. На рынке кондитерских изделий стоимость сырья увеличилась из-за роста мировых цен на молочные жиры и какао-бобы, что привело к повышению цен на кондитерские изделия. Годовой рост цен на услуги также увеличился. Особенно заметно это проявлялось в стоимости проезда на поездах и цен на услуги связи. Завершаем выпуск экономических новостей информацией о курсе валют на сегодня.